Техосмотр по-новому. В республике ужесточили контроль за прохождением технического осмотра транспортных средств. Постановлением правительства России срок действия диагностических карт для автолюбителей продлен на полгода, однако сами пункты ТО уже работают по новым правилам, вступившим в силу 1 марта. Что изменилось и почему все же не стоит тянуть с техосмотром, знает Ольга Коняева. Реформа системы техосмотра запущена. По новым правилам ТО начинается с фотофиксации авто. Диагностические карты оформляются исключительно в электронном виде. Информация тут же заносится в специальную систему, как и точное время и координаты местонахождения. В начале марта именно этот момент затормозил работу. Сейчас в процессе передачи данных технические неполадки все реже. Завершается процедура технического осмотра, опять же, фотографированием, опять же, с привязкой к геолокации. То есть у нас пункт имеет координаты, эти координаты соответствуют фотографии. Все это отправляется в систему ЕИС-ТО, единая информационная система технического осмотра. Она подконтрольна ГИБДД, там фиксируется диагностическая карта, ей присваивается номер. Введена усиленная цифровая подпись оператора, что тоже ограничивает возможности мошенников, промышлявших так называемыми серыми техническими картами. Для их получения стоило только заплатить, даже осмотр машины был не нужен. Изменения были обусловлены тем, что долгое время многие автолюбители не проходили техосмотр в том виде, в котором он предусмотрен. И для того, чтобы избежать этих схем, необходимо как раз и ввели необходимость фотографирования, которое будет доказательством того, что машина действительно была на пункте технического осмотра. Согласно оценкам различных экспертов, фактически техосмотр до реформы не проходили более 80% автовладельцев. Сложилась схема приобретения технологических карт вместе с полисом страхования. В итоге рост аварий из-за неисправностей авто. Еще больше внимания проверке автобусов. Детальная диагностика теперь только с участием автоинспектора. Сотрудник госавтоинспекции при проведении технического осмотра осуществляет контроль за результатами диагностирования автобуса, а также контролирует соответствие регистрационным документам с автобусом. Выросла ответственность операторов ТО. Выдавшего диагностическую карту без осмотра накажут штрафом. Требования к безопасности самого автомобиля расширены. По сути, приведены в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза. Например, автомобиль с любыми изменениями конструкции не пройдет проверку. Сейчас мы просим, если нет сертификата или нет регистрации ГИБДД, изменения конструкции автомобиля, они документы не показывают, мы просим демонтировать фаркоп. Хоть и багажники на крыше то же самое. Все, что в машине сами поставили без лицензированного предприятия. Вот водительский дворник. В зоне его действия не должно быть ни сколов, ни трещин. Это сразу первая причина. Также запрещена тонировка лобового стекла и передних двух боковых стекол. Также запрещены сколы, трещины на световых приборах, на фарах, на габаритах. Также как на передних фарах, так и на задних фонарях. Если на них есть трещины или сколы, то тоже это запрещено. Итак, вторая причина, самая распространенная, это отсутствие тормозов. То есть неисправные тормоза. Не только гидравлика, то есть не только педаль, а также и ручной тормоз тоже должен быть исправен. Это две основные причины, по которым машины не проходят техосмотр. Реформой определена и длительность процедуры. Например, для легкового авто это ровно 30 минут. Получается, за смену для одного эксперта 16 единиц легкового транспорта, автобусов и грузовых машин еще меньше. Это, конечно, скажется на прибыли предприятий. Кроме того, в Коми всего 39 аккредитованных пунктов техосмотра. Пока непонятно, будет ли их достаточно с учетом снижения пропускной способности линий. Владельцы сетуют и на требования к производственно-технической базе. Помещение придется переоборудовать. В основном это требования, связанные с реконструкцией зданий. То есть это не просто купить оборудование, которое стоит на сегодняшний день порядка 2,5-4 миллиона рублей. Содержать его, проверять, обслуживать. Это именно капитальные вложения в здание. Где-то необходимо достроить линию, увеличить ее длину. Где-то необходимо увеличить осмотровые канавы или вообще их построить. То есть новые требования появились. Чтобы сохранить динамику нашей работы, мы увеличили количество диагностических линий, увеличили в соответствии с действующим законодательством количество технических экспертов. Затратная часть в связи с этим у нас возросла. В силу того, что
тарифы не менялись с 2013 года, в финансовом плане нам стало несколько тяжелее. На внедрение новых параметров операторам техосмотра дали год. Аттестацию придется пройти снова. В Кайгородском, Карткировском, Троицко-Печорском, Сысольском, Уссылимском районах нет стационарных пунктов ТО. Там по-прежнему будут работать выездные диагностические линии. Для самих автовладельцев глобально ничего не изменилось. Конечно, только для добросовестных, которые всегда приезжали в пункты техосмотра на исправном автомобиле. Каждый год прохожу обязательно эту процедуру, считаю, что она нужна обязательно. Потому что иногда наблюдаешь, в каком состоянии техника, особенно советского периода. Вот, так опасные бывают на дороге такие транспортные средства. Мне, в принципе, без разницы. Для меня ужесточений нет. Я как раньше проходил, так и сейчас прохожу. Еще одна условная отсрочка реформы – продление решением правительства России на полгода действия диагностических карт, срок которых истекает с 1 февраля по 30 сентября. Но тянуть определенно не стоит, хотя бы потому, что тарифы на ТО могут измениться. Сейчас для легковушки в Сыктывкаре это чуть более 600 рублей. С учетом новых затрат операторов повышение может быть значительным. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.